У меня есть важное сообщение для тебя, мое дорогое дитя. В вашей жизни есть тень, негативная сила, которая хочет причинить вам вред. Об этом свидетельствует человеческая жестокость и забота некоторых людей о своих собратьях. Не игнорируйте это предупреждение, потому что опасность реальна. Вы находитесь в период борьбы в своей жизни, когда темные силы пытаются жестокими словами и действиями отвратить вас от света и добра. Очень важно стоять твердо и противостоять злу других. Будьте внимательны к своему окружению, потому что не у всех благие намерения, и это может привести вас к трудным ситуациям. Сегодня как никогда важно оставаться верным своим принципам и ценностям. Мы стараемся защитить наших детей любовью, поддержкой и пониманием. Научите их важности сострадания и уважения к другим. Следите за признаками того, что что-то не так, и вмешивайтесь, чтобы спасти их от страданий. Враг хитр и использует человеческие слабости и сложные ситуации, чтобы обмануть вас. Используйте человеческое зло как оружие, чтобы разрушить вашу веру, доверие и надежду. Он хочет, чтобы вы чувствовали себя побежденными, беспомощными и изолированными. Но вы должны знать, что вы не одиноки в этой борьбе. Бог с вами и дает вам силу, мужество и уверенность, чтобы справиться с проблемами. Он твой щит от нападений врагов и твой свет во тьме. Давайте доверимся Божьей силе победить зло и защитить наших детей. Всегда помните, что враг коварен, но ваша вера в Бога сильна. Будьте тверды в своей доброте и решимости творить добро. Не позволяй врагу украсть радость, мир и надежду, которые Бог дал тебе, дитя мое. Смерть пытается лишить жизни кого-то из вашей семьи. Каждый раз, когда Бог посылает послание, оно направлено на то, чтобы спасти вас, и сегодняшний день не является исключением. Вы должны прислушиваться к каждому слову, пока оно не закончится катастрофой. Бог предупреждает вас открыть глаза. Друзья попытаются вас обмануть и подтолкнуть к действиям, от которых будет сложно уйти. Вы должны упорствовать. Подпишитесь на канал, чтобы болезни не напали на вас, и Бог даст вам решение ваших проблем. Бог может сотворить великое чудо в грядущие дни, если вы останетесь верными и вложите любовь в свое сердце. Ангелы не дышат. Они знают, что может случиться в вашей жизни. Вас могут ожидать трудные времена. Для вас приготовлена отличная ловушка. Вы должны прекратить это, помолиться и попросить, чтобы все ваши владения в этом году стали 2, чтобы следующий месяц подарил вам новые возможности. Бог пытается уберечь вас от больших финансовых потерь. Ангелы хотят рассказать вам важные истории для нового этапа, который вот-вот начнется в вашей жизни. Время искать оправдания, чтобы выбраться из этого негативного цикла. Если вы этого не сделаете, вы упускаете шанс все это изменить. Ангелы также сообщают, что ближайшие месяцы могут быть насыщенными в зависимости от ваших действий. Те, кто игнорирует это послание, потеряют благословение и столкнутся с последствиями своего союза со злом. Пришло время понять, что мир может быть жестоким, но выбрав образ жизни, вы принесете процветание. Это вопрос выбора. Аминь. Никогда не теряйте веру, с какими бы испытаниями вы ни столкнулись.
Всегда помните, что Бог с вами на каждом этапе пути, даже в самые мрачные времена. Он – свет, который направляет ваши шаги, и сила, которая поддерживает вас. Не чувствуйте себя одиноким, потому что вокруг вас ангелы, защищающие вас, посылающие любовь и мир. Доверьтесь силе молитвы и доброте своего сердца, ибо это мощное оружие против невзгод. Будьте страстными, прощайте и распространяйте доброту, куда бы вы ни пошли, потому что через любовь и сострадание вы обретете истинное счастье и удовлетворение. Пусть ваше путешествие будет наполнено моментами радости, благодарности и триумфа, и в каждом вызове вы увидите возможность расти и учиться. Всегда помните, что Бог и ангелы любят вас и что их любовь вечна и бесконечна. Пусть твоя жизнь будет свидетельством Его доброты и милосердия, и продолжай сиять светом любви всему миру, дитя мое. Послушайте меня, потому что враг пытается втянуть вас в новую духовную войну. У вас должна быть сила противостоять всему, что на вас обрушивается. Пришло время отвернуться от греха и полностью отдать себя Богу. Это важно, и в ближайшие несколько минут я объясню, как это может повлиять на ваши чувства. Пришло время отпустить все, что вредит вашему здоровью, даже если вы закроете глаза. Ангелы видят видение вашего будущего. Я хотел бы напомнить вам о важности настойчивости. Забудьте о обидах, потому что Бог принесет в вашу жизнь что-то великое, что-то, что заставит вас улыбаться, и вы будете жить счастливой жизнью. Бог сказал, что какой бы трудной ни была жизнь, вы должны сохранять веру. Вы избегаете бурь, которые спешат обнять вас. Бог будет работать в вашей жизни так, как вы никогда раньше не видели, включая достижение уровня богатства. Введите 30-30, и ничто не помешает вашим мечтам и большим целям. Вокруг вас есть фальшивые люди, которые пытаются вас унизить, а они притворяются, что готовы быть рядом с вами, когда вы в них нуждаетесь больше всего, но наступает момент, когда они отворачиваются от вас. Вы должны избегать их, если хотите истинного счастья. Сатана коварен и пытается разрушить семью и счастливые узы. Не говорите «нет» каждому испытанию, с которым вы сталкиваетесь, чтобы вы могли познать истинную радость, которую приготовил для вас Господь. Бог дает вам знать, что злое существо входит в вашу жизнь. Вы должны быть осторожны, потому что в ближайшие несколько часов может случиться что-то ужасное. Важно поделиться этим посланием с теми, кого вы любите, чтобы они могли хорошо подготовиться. Это сообщение предназначено для того, чтобы релиз не был утерян. Ангелы просят вас сочувствовать падшим, но не общаться с теми, кто завидует и лжет другим. Решения, которые вы принимаете сегодня, повлияют на будущее. Значение 4040 означает подтверждение того, что вы будете сильны, даже когда сатана попытается чинить препятствия на вашем пути. Бог предупреждает, что грех влечет за собой наказание, но у него есть для вас совет, который принесет пользу вашей жизни. Вы должны оставить определенные привычки и прожить это новое время со Святым Духом, который вселяет надежду в ваше сердце и дает вам силы. Дитя мое, это послание дошло до тебя сегодня, потому что Бог должен принести великое спасение в твою жизнь в ближайшие дни. Хотя враг пытается разрушить его, Бог может предотвратить это.
Сохраняйте свою веру высокой и держите свое сердце подальше от злых мыслей. У ангелов есть видение, в котором кто-то, к сожалению, умирает, и кого-то можно обвинить в том, что он вызвал ревность и разногласия в вашей семье. Очень важно, чтобы это сообщение было распространено. Бог заявляет, что злые люди шепчут и обманывают. Не поддавайтесь искушению мести, потому что она только уведет вас от вашего истинного «Я». Выберите любовь своим оружием и мир своим знаменем, и вы обретете истинное счастье и защитите свою душу от теней, пытающихся ее окутать. Филиппийцам 4 часа 13 минут напоминает нам, что с силой, исходящей от Бога, мы можем преодолеть все проблемы и испытания в нашей жизни. Это напоминает нам, что мы не одиноки и что Бог всегда рядом, чтобы укрепить нас и подготовить нас к мужественному и решительному преодолению трудностей. Слушайте меня внимательно, потому что у меня есть для вас важное сообщение. Не позволяйте жажде мести затмить ваше видение справедливости и единства. Откройте глаза на красоту прощения и сострадания, и вы обретете мир, который ищете. Напишите 770, чтобы ваше здоровье возродилось, ваше финансовое здоровье улучшилось, ваша эмоциональная боль уменьшилась и чувство депрессии полностью исчезло. Сохраняйте свою веру сильной и не позволяйте тревоге одолеть вас. Ангелы просят вас быть осторожными, ведь злодей хитр и пытается обмануть вас под видом обаяния. Не ведитесь на мимолетные иллюзии этого мира, ведь время летит быстро, а последствия ваших решений становятся все более важными. Дитя мое, законы Господа ждут обещаний здоровья и процветания, которые проявятся в твоей жизни. Убежденно следуйте этим божественным законам, поскольку они являются секретом изобильной жизни и здоровья во всех измерениях. Ангелы говорят: проверь свое душевное спокойствие, прежде чем обидеть ближнего. Ненависть, которую вы несете, создает цепи, в которых вы можете оказаться в ловушке. Выберите путь сострадания и милосердия, и вы обретите истинную свободу. Держитесь своей веры, как воин, держащий свой святой меч, потому что это звено, которое соединяет вас с Богом. Смысл 2020 года в том, что вы знаете, что не существует молчаливой силы, которая могла бы предотвратить чудесный поток божественной судьбы, тщательно спланированный для вашего прибытия. Стойте твердо в своей вере, ибо вы получите небесные откровения, превосходящие всякую надежду. Вы можете быть уверены, что у вас всегда будет вторая половинка, которая будет направлять и поддерживать вас на каждом этапе пути. Серафим просит вас найти в своей жизни гармонию с замыслами Создателя, ведь так вы обретете мир и спокойствие даже в самые неспокойные времена. Доверьтесь мудрости и доброте Бога, ибо Он единственный, кто может безопасно вести вас по судьбам. Ангелы предупреждают вас, чтобы вы сохраняли свою веру и сохраняли ясность своего сердца, поскольку лукавый пытается посеять в вашем сердце неуверенность и смятение. Не поддавайтесь его искушениям, ведь только вечная истина приносит истинный мир. Бог говорит, что когда вы решаете причинить кому-то вред, вы открываете дверь хаосу в своей жизни. Мир безжалостен, и зло, которое вы отвергаете, вернется, чтобы преследовать вас. Не обманывайте себя, думая, что насилие – это решение, потому что оно только увековечивает боль и страдания.
В эти трудные времена всегда помните о бесконечной любви Бога к вам. Он с вами на каждом этапе пути, предлагая силу и руководство для преодоления любой проблемы. Не позволяйте страху или неуверенности остановить вас. Вместо этого доверьтесь своей вере и своим отношениям с Богом. Оставайтесь твердыми в своей вере в то, что Бог любит и защищает вас и не оставит вас. Найдите внутренний мир посредством медитации, молитвы и практики прощения. Освободите бремя боли и горечи и позвольте свету Божьей любви наполнить ваше сердце. Всегда помните, что каждое испытание – это возможность расти и учиться. Не сдавайтесь, когда сталкиваетесь с проблемами. Лучше встретите их мужественно. Пусть мир, доброта и сострадание отмечают ваш путь. Пусть ваша вера проведет вас через бурю и приведет вас к миру и удовлетворению потребностей. Откройте глаза, чтобы увидеть за пределами видимости, и выберите путь прощения и примирения, вкладывая свою веру. Он соединяет свою любовь с любовью к миру, открывая двери благословением Царства Небесного. Никакое искушение не может постигнуть человека, который соединен с безусловной любовью Бога, потому что он окружен Его благодатью и защитой. На пересечении жажды мести и поиска внутреннего покоя выберите мудрость в качестве пути, по которому вам следует идти. На мгновение месть может показаться приятной, но в конечном итоге она сжигает душу, как огонь. Важно обратить внимание на признаки злого умысла, которые могут проявляться по-разному. Свет истины может сиять даже во тьме и рассеивать тени. Не стоит недооценивать вес неразрешенных споров, ведь они могут стать цепями, ведущими в бездну печали и депрессии. Прокомментируйте фразу 50/50 и знайте, что нет большей задачи остановить чудесный план Бога для вас. Всегда помните, что вы не одиноки, ведь небо с вами, любовью и благодатью освещая и укрепляя ваш путь. Послушание заповедям Господа важно, ведь в этом секрет совершенной жизни и здоровья во всех отношениях. Не сомневайтесь в искупительной силе своей веры, потому что это фундамент, который поможет вам пережить самые трудные моменты вашей жизни. Найдите в своем сердце гармонию с Божьими мыслями, и вы обретите мир, превосходящий всякое понимание. Будьте стойкими в своей вере, поскольку вы станете свидетелями полного восстановления вашего здоровья, финансовой стабильности, исцеления ваших внутренних ран и освобождения от одиночества. Дитя мое, не позволяй гневу и ярости завладеть твоими глазами, потому что рана, нанесенная другому, может стать раной и самому себе. Приближается судный день, и настало время обратиться к божественному руководству, которое направит ваши шаги в это время перемен. Доверьтесь мудрости и божественному обеспечению и двигайтесь вперед с непоколебимой верой. Прочтите значение числа 8888 и знайте, что никакие препятствия не могут остановить тех, кто верит в силу Бога. Дитя мое, слушай внимательно и позволь мне вести тебя в испытаниях. Держите глаза открытыми на истинную природу жизни и всегда выбирайте путь света, путь прощения и любви. В этом мире зло может проявляться разными способами, пытаясь совратить вас с праведного пути. Будьте бдительны и доверьтесь божественному свету внутри вас, который рассеет тени, покрывающие ваш путь. Всегда помните, что ваши решения определяют ваше решение.
Выбирайте мудрость и сострадание вместо гнева и мести. Пока вы твердо стоите в своей вере и отношениях с Богом, ничто не сможет вас победить. Интерпретируйте 99:99 и станьте свидетелем проявления божественной силы в вашей жизни. Доверьтесь плану, который Бог составил для вас, потому что только Он знает истинную цель вашего путешествия. «Дитя мое, слушай меня внимательно, поскольку я здесь, чтобы вести тебя в испытаниях, с которыми ты сейчас сталкиваешься. Позвольте мне вести вас к свету, где сияет небесная цель». В это критическое время ваша вера важнее, чем когда-либо. Вы станете свидетелем божественных откровений, которые поднимут вашу жизнь на новую высоту. Поверьте, что в каждом вызове или победе рядом с вами находится высшая сила, направляющая вас с мудростью и любовью. Месть может показаться заманчивым ответом на несправедливость, но она лишь увековечивает цикл боли и страданий. Откройте глаза на свет, который сияет за пределами тьмы, и следуйте за ним смело и решительно. Каждое решение, которое вы принимаете сейчас, определяет вашу будущую судьбу. Не игнорируйте предупреждения вокруг вас, потому что опасность возрастет, если вы их проигнорируете. Когда вы решаете причинить кому-то вред, вы зажигаете огонь, который может зажечь вашу собственную жизнь. Каждое действие имеет последствия, и насилие, которое вы совершаете, может отразиться на вашей жизни, как разрушительный шторм. Доверяйте своей вере как человека, сеющего надежду на плодородную землю, потому что это ключ к освобождению и внутреннему миру. Если ваша вера настоящая и страстная, то вас любит и защищает Бог, который все видит и знает. Сохраняйте веру как свою силу и не падайте. Будьте тверды в своей решимости идти путями огня, потому что месть лишь увековечивает цикл насилия и боли. Не откладывайте необходимое примирение, ведь результат близок, и вам нужна смелость, чтобы преодолеть барьеры, отделяющие вас от тех, кого вы любите. Укрепляйтесь в вере и истине, потому что только тогда вы сможете смело и решительно противостоять проблемам. Поделитесь своим опытом в комментариях ниже и знайте, что никакая неудача не сможет остановить Божий план на будущее. Сохраняйте веру, потому что истина Божия откроется во всей своей славе и принесет чудеса, о которых вы даже не мечтали. В это критическое время важно помнить, что у нас есть возможность выбрать любовь вместо ненависти, сострадание вместо мести. Каждый сезон – это уникальная возможность найти искупление и возобновить разрушенные отношения. Не позволяйте концу наступить, пока не будет сделано все, чтобы возместить ущерб. Примирение – это акт мужества и великодушия, который может рассеять тьму и принести свет в израненное сердце. Помните, что даже в самые мрачные времена всегда есть проблеск надежды, который сияет благодаря силе прощения и примирения. Не упустите эту возможность для исцеления и обновления. Пусть свет истины и любви направляет ваши шаги на пути к внутреннему миру и гармонии с окружающими. Ваш путь к спасению будет нелегким, но на каждом этапе вы будете получать божественную поддержку. Доверьтесь божественному плану, тщательно сотканному для вашей жизни, и сохраните свою веру, ведь с ним вы обретете силы преодолеть любое препятствие, встающее на вашем пути. Продолжать. Ищите свет даже в самые темные времена, потому что этот свет ведет к миру
и истинному самореализации. Пусть ваш путь будет благословлен божественной благодатью и милосердием, которое всегда ведет к полноте любви и гармонии. Аминь. Дитя мое, слушай меня внимательно, ведь мои слова как компас для твоей души. Знай, что те, кто верит в меня, подобны звездам, сияющим во тьме. Тень страха и неуверенности не достигает их, потому что их свет подобен стене, которую невозможно повернуть против стрел зла. В неопределенности и испытаниях судьбы твердо стойте в своей вере и доверьтесь мне. Я знаю каждый шаг пути и всегда с тобой, направляя тебя в любви и защищая от всякого вреда. Конец близок, но не отчаивайтесь. Напротив, пусть в вас пробудится потребность в мудрости и осторожности. Ветер перемен дует сильно, и важно сохранять веру и мудрость, чтобы противостоять предстоящим вызовам. Всегда помните, что вас любят. Будьте тверды в своей решимости идти путями огня, потому что месть лишь увековечивает цикл насилия и боли. Не закрывайте ушей своих на мое небесное предостережение, потому что в нем путь к вечной жизни и жизни вечной. Услышьте мой голос, который приведет вас к здоровью и силе. Не отступайте от моего закона, потому что в нем ваша безопасность и мир. Рост вашей веры создает небесный меч, который разряжает тени неверия и отчаяния. Каждый шаг, который мы делаем с верой, это призыв к моей благодати, говорящий в сердцах, полностью доверяющих мне. Подумайте о вечном цикле причин и следствий, который управляет всем. Насилие, которое его спровоцировало, может спровоцировать взрыв, находящийся вне вашего контроля. Принесите мир внутри себя, потому что это единственный способ вырваться из круга мести, несущей ненависть. В ожидаемом результате необходимо быть начеку и осторожностью. Каждый ваш шаг может стать решением на вашем пути, и препятствия на выбранном вами пути увеличиваются. Развивайте свою веру с рвением и преданностью, ибо это самое ценное духовное наследие. Не позволяйте бурям увести вас с пути веры, потому что через веру вы обретете силы преодолеть все препятствия. Не обманывайтесь иллюзией временных обещаний жизни. Ищите меня как источник истинного мира и счастья, и вы обретете мир, который зло никогда не сможет нарушить. Чтобы понять скорость времени сейчас, каждый момент – это дар, который нельзя потратить зря, и возможность решения может улететь, как ветер. Не оставляйте на будущее то, что вам предстоит решить сейчас, ведь время беспощадно. Пусть ваша вера будет подобна непоколебимой скале, способной выдержать самые мрачные бури и испытания. Вложите в это все свое сердце, и вы обнаружите, что мир действует в вашу пользу и ведет вас по путям света и истины. Выбирая жестокость, вы вызываете бурю негатива, который может обернуться против вас. Помните универсальный закон взаимности, который гласит: все, что вы делаете, вернется к вам обратно. На трудном жизненном пути месть предстает ловушкой искушения, ямой, способной погубить душу и затемнить свет. Откройте глаза за тенями и осознайте, что разрушительная месть может разрушить. Когда вы решаете вложить свою веру, вы строите стены вокруг своей души, приглашая божественный свет окружить вашу душу. Никаких страданий с тобой не случится, если ты будешь доверять мне безоговорочно, потому что вера – это доспехи, защищающие тебя от жизненных бурь.
Во время испытаний и невзгод помните, что вы не одиноки. Серафимы окружают меня своей защитой и любовью. Доверьтесь своей внутренней силе и моему божественному руководству, чтобы преодолеть волны зла. Сохраняйте остроту ума и горение сердца, поскольку результаты приближаются, а количество тестов увеличивается. Не поддавайтесь потокам отчаяния и безразличия, но оставайтесь твердыми в том, что каждое решение формирует вашу судьбу. С мечом насилия он следует по пути разрушения, ведущему во тьму. Зло, которое вы высвободите, вернется к вам, как непрекращающаяся буря, и напомнит вам о необходимости взращивать в своем сердце сострадание и доброту. Конец близок, и пришло время принять решение и полюбить. Прислушайтесь к призыву к примирению и найдите мир, который может принести только понимание. Не позволяйте времени проходить без поиска решений, необходимых для продвижения вперед. Дорогое дитя мое, важно знать, что прошлое не определяет будущее. Вы можете чувствовать, что все вокруг вас рушится, но поверьте мне, и я здесь для вас. Он нашел утешение в моих объятиях, и это было хорошо. Почувствуйте мир, потому что вы находитесь под защитой вашего всемогущего Бога. Верьте в силу моей любви, которая очистит и простит вас. Держите это в своем сердце. Я сделаю что-то удивительное в твоей жизни. Продолжай любить меня и доверять мне. Не позволяйте прошлым ошибкам обмануть вас. Я оставил их, и ты должен сделать это снова. Больно нести груз прошлого. Моя жертва успокаивает твою душу и освобождает твое сердце. Пусть мои слова наполнят вашу жизнь. Помните мое обещание и мой закон. Не возвращайтесь в тень отчаяния. Держись увереннее, что ты в безопасности в моих объятиях. WR 4444. Если ты веришь, когда мир кажется тебе, знай, что я здесь, чтобы защитить тебя своим руководством. Ваше сердце также станет сильнее. Добавьте мои слова в свой разум. Свет против тьмы. Отойдите от тех, кто обидел вас резкими словами. Не отклоняйтесь от правильного пути. Пусть ваше будущее будет наполнено жизнью, миром и благословениями. Когда ты поставишь меня на первое место в своей жизни, ты испытаешь истинную свободу и множество благословений, которым никогда не будет конца. Поверь мне, я позабочусь о тебе. Храни во мне свою цель, и ты обретешь покой, потому что во мне у тебя будет сила противостоять всем испытаниям. Не позволяйте страху или неуверенности сбить вас с толку. Вы сильнее, чем думаете, потому что обладаете божественной силой. Когда ты рядом со мной, нет препятствий, которые ты не смог бы преодолеть. Оставайтесь сильными в своей вере, потому что она будет вашей опорой в трудные времена. Всегда помните, вы не одиноки. Я здесь, чтобы направлять ваши шаги и освещать ваш путь. Поверьте мне, и вы увидите, как в вашей жизни произойдут чудеса. Вместе мы выдержим любую бурю и добьемся мира и счастья, которых заслуживаем. Иди со мной, потому что лучшее еще впереди. Всегда доверяй мне. Доверьтесь Господу, потому что Он подобен тому, кто твердо стоит. Слова пророка Исаии напоминают нам, как важно доверять Богу, даже когда жизнь трудна.
Мы все переживаем трудные времена, но если мы доверяем Богу, мы можем обрести мир, превосходящий наше понимание. Этот мир не зависит от окружающих нас обстоятельств. Это мир, который остается постоянным независимо от того, что происходит. Если мы доверяем Богу, мы позволяем Ему заботиться о нас, защищать нас и направлять нас на каждом этапе пути. Наши цели, мечты и жизнь должны строиться на прочном фундаменте веры в Бога. Это как непоколебимая скала, на которой мы можем строить свою жизнь. Если мы доверяем Ему, нам не нужно бояться. Мы можем уверенно решать проблемы, если знаем, что Он с нами. Иногда, когда мы сталкиваемся с трудностями, легко сойти с пути веры и разочароваться. Но Бог напоминает нам, что если мы продолжим доверять Ему, Он не оставит нас. Он верен и всегда с нами и поддерживает нас в счастливые и грустные времена. Друзья мои, я прошу вас задуматься над этими словами и позволить обещанию мира и веры в Бога войти в ваше сердце. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, помните, что Господь – ваш вечный утешитель и что Его совершенный мир всегда рядом с вами, несмотря ни на что. Пусть вера в Бога будет основой нашей жизни, и пусть Его мир, превосходящий всякое понимание, защитит нас и наполнит надеждой. Теперь я хочу, чтобы мир Божий уладил и принял этот вопрос. Дорогое мое дитя, внимательно прислушайся к моим словам, потому что они являются доказательством моей любви к тебе. Храните их в своем сердце, поскольку они являются постоянным напоминанием о моей преданности вам. Мои объятия любви окружают тебя, и мои глаза никогда не покидают тебя. Я всегда рядом с тобой, готовый взять на себя ответственность, когда ты изменяешь. Когда приходит грусть, вспомните эти слова. Посмотри на меня одного, потому что я с тобой. Произнеси мое имя, сохрани меня в своем сердце и перестань лить слезы о прошлом. Я здесь, чтобы приносить радость и исцеление. Не позволяйте темным временам пустить корни в вашей душе. Не поддавайтесь негативным мыслям и лжи, которые пытаются украсть ваш покой и разрушить вашу надежду. Я свет, изгоняющий тьму, и истина, освобождающая душу. Доверьтесь мне, потому что я сила, поддерживающая вас, и свет, направляющий вас. В послании к Филиппийцам 4 часа 13 минут говорится: «Все могу в укрепляющем меня». Этот стих часто цитируют во времена неприятностей или испытаний, и это правильно. Апостол Павел показал свою веру в то, что Бог может дать ему силы противостоять всем ситуациям. Давайте внимательно вдумаемся в значение этих слов. «Я сделаю что угодно». Это утверждение не относится к естественной способности человека преодолевать что-либо, а к тому, чтобы полагаться на силу Божью, которая сделает это возможным и укрепит это. Павел верит, что с Божьей помощью он сможет справиться с любой ситуацией, преодолеть любое препятствие и достичь любой цели. «Кто меня укрепляет, вот ключ». Источник силы и могущества Павла не в нем самом, а в Боге. Он исповедуется, что доверяет Господу силу, мужество и силу противостоять ситуациям, возникающим в его жизни. Филиппийцам 4 часа 13 минут напоминает нам, что мы не одиноки в этом. Мы не должны полагаться только на ограниченную власть. Скорее, мы можем верить, что Бог укрепит нас своей божественной силой
чтобы противостоять всему, что встречается на нашем пути. Вера в Бога дает нам надежду, смелость и мир, потому что мы знаем, что Он с нами и даст нам силы во всем. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя безоговорочно. Мое желание состоит в том, чтобы вы поступали хорошо и ходили в вере, ибо я ваш защитник, ваш покровитель и ваш утешитель. Ты не будешь одинок, потому что ты мой любимый ребенок. Помните мою жертву на кресте, где я пролил за вас свою великую кровь, и мое славное воскресение, куда я пришел пробудить ваши мечты, изменить вашу жизнь и дать вам жизнь вечную. Вы столкнулись со многими проблемами, но никогда не сдавались. Я еще раз говорю, ты мой сын. Ты несешь в себе мою силу. Сегодня вы продолжаете путь благословения, и никто не остановит вас на пути вперед. Найдите слово 5555, которое нужно использовать. Не забудьте поделиться, поставить лайк и подписаться на этот канал. Сегодня, благословленной любовью, я даю вам мудрость, открывая перед вами пути и устраняя препятствия. Многие хорошие вещи, которые вы считали потерянными, вернутся к вам. Ключ к свободе, процветанию, миру и благословениям – это искренне верить тому, что я говорю. Не позволяйте отчаянию овладеть вами и не бойтесь проблем или врагов, которые пытаются вас победить. Ты знаешь мои мысли и услышал мое желание благословить и помочь тебе. Следующий шаг в ваших руках. Теперь твоя очередь подчиняться, доверять мне и искать меня всем своим сердцем. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Я рядом с тобой, направляю и поддерживаю тебя. Поднимись и иди к победе, потому что ты наверняка доверяешь мне. Повтори эту молитву со мной. Мой Господь, сегодня я открываю свое сердце в молитве к Тебе с глубокой благодарностью за все, что Ты уже дал мне. Я доверяю Твоим мыслям, потому что знаю, что Твоя мудрость безгранична и Твоя любовь ко мне бесконечна. Зная, что Ты для меня как ребенок, я обещаю благословить Тебя и выполнить свои обещания. Доверься мне и держи меня за руку в этой беде. Мои мысли выше Твоих, мои мысли вечны и ведут в обитель мира и благополучия. Сохраняйте веру в меня и знайте, что мы вместе справимся с любыми трудностями, потому что вы не одиноки. Поверьте мне, потому что я планирую удивительные изменения в вашей жизни, которые превзойдут ваши самые смелые мечты. Перед вами откроется новая эра свободы и изобилия. Вы сможете начать заново, освободившись от бремени прошлого. Сейчас настало время тебе сиять, быть осторожным и воспользоваться моей магической защитой. Ваши опасения по поводу своей семьи, здоровья и финансов обоснованы. Казалось, он нес на себе тяжесть арены. Преодолевайте свои страхи и тревоги, принося их мне в молитве. Поверьте в меня, и я дам вам инструменты, исцеления и ресурсы. Несмотря на твою усталость и утомление, дитя мое, помни, что я твой источник силы. Я могу наполнить тебя радостью, когда тебе грустно, восстановить любовь и командный дух в ваших отношениях, открыв мне твое сердце в моей бесконечной любви к тебе. Мой друг, пожалуйста, обними меня полностью. Как рассвет нового дня, моя любовь и сострадание окружают тебя и множество благословений.
Представьте, что я рассказываю вам историю из-за кулис. Будьте готовы к чудесам, превосходящим ваши самые смелые мечты. Моя сила откроется в ближайшие дни, и вы увидите удивительные чудеса, которые вас удивят и удивят. Слава Господу! Специально для тебя я запланировал чудесные мероприятия. То, что я могу сделать, меня удивляет. Как твой Бог, я обещаю заботиться о тебе на протяжении всей твоей жизни, любовь моя, с непрестанной любовью и вниманием. Я заботился о ней с момента ее зачатия и буду продолжать заботиться о ней. Помощь и спасение всегда под рукой, когда вам это нужно. На горизонте появляются новые и захватывающие аспекты вашей жизни. Ожидайте удивительных преимуществ, чудес и результатов, превосходящих ваши самые смелые мечты в ближайшие 5 дней. Моя любовь к тебе не знает границ, и я всегда буду рядом с тобой, готов выслушать и помочь, когда ты в этом нуждаешься. Даже если у вас мало личного опыта, при достатке и крепком здоровье вы будете счастливы и успешны. Ты хорошо справился, моя дорогая. Новости, которые навсегда изменят вашу жизнь, прозвучат на вашем нынешнем мобильном телефоне примерно через 3 часа. В конце недели ваша жизнь может быть полна возможностей и чудес, конец всем вашим проблемам и проблемам. Я всегда буду здесь, чтобы защитить свою любовь. Под моими крыльями ты найдешь приют и защиту. Благодаря моей безупречной преданности я могу защитить тебя от всех угроз. Доверься мне, я буду твоей опорой, несмотря ни на что, и буду рядом, когда бы я ни понадобился. Ты значишь для меня весь мир, и моя любовь к тебе не знает границ. Влияние ваших предложений важно, так что имейте это в виду. Мы, христиане, известны тем, что используем Слово Божье для борьбы со злом. Во имя Иисуса мы можем разрушить барьеры молитвой и смелыми заявлениями. Если вы ограничиваете себя в реализации своего истинного потенциала, вы можете непреднамеренно открыть себя для негативных влияний, которые хотят помешать вашему росту и успеху. Полностью исследуйте свои дары и не бойтесь страхов и неуверенности. Напишите 9999 в знак спокойствия и расслабления для себя и своих близких. Длительный период несчастий, с которым вы столкнулись, закончился, и грядут большие перемены. Сегодня я подтверждаю, что период трудностей и болезней, которые глубоко повлияли на вашу жизнь, скоро закончится. Важно осознавать, когда ваши действия не соответствуют вашей внутренней цели. Это может быть признаком того, что пришло время признать необходимость перемен и позволить себе быть уязвимым и открытым для новых направлений. Может возникнуть соблазн успокоиться по поводу материальных достижений, но обретение финансового и духовного баланса необходимо для по-настоящему счастливой жизни. Мое дорогое дитя, продолжай внимательно слушать голос Лос-Анджелеса и мое руководство. Знай, что я всегда рядом с тобой в жизненных бурях и направляю каждый твой шаг. Не бойтесь возникающих проблем, потому что они дают вам возможность укрепить свою веру и характер. Ангелы хотят, чтобы вы знали, что за каждой проблемой стоит более серьезная причина. Они напоминают нам, что даже в самые темные ночи всегда сияет Божий свет. Держитесь и не теряйте надежду, потому что каждая невзгода – это урок, а каждая слеза – это семя мудрости.
Помните, истинная сила приходит не от отсутствия проблем, а от мужества и веры в их преодоление. Напишите 8585 и почувствуйте мое успокаивающее присутствие рядом с вами, всегда напоминая вам, что вас любят и защищают. Никогда не забывайте, что ваше путешествие уникально и что каждый шаг веры – это шаг к осуществлению вашей мечты. Дитя мое, я вижу трудности, с которыми ты сталкиваешься, и знаю страхи, которые тебя преследуют, но знай, что я сильнее любого испытания. Верьте в силу молитвы, ведь через нее вы соединитесь со мной и получите силу, необходимую для преодоления всех препятствий. Помолитесь со мной, поверьте, я поддержу вас. Ангелы говорят, что важно иметь внутренний мир. Они побуждают вас находить моменты тишины и медитации, где вы можете слушать тихий голос своего сердца. Я говорил с тобой там, в самой сокровенной части твоего сердца. Наберите 9292 и позвольте миру наполнить ваше тело, устранив все тревоги и страхи. Ангелы также напоминают нам о важности прощения. Сдерживание гнева только причиняет страдания и препятствует вашему духовному росту. Простите тех, кто причинил вам боль, и освободитесь от цепей прошлого. Повторите 7474 как акт освобождения и почувствуйте облегчение, которое приходит от отпускания груза горечи. Дитя мое, доверься тому, что я приготовил для тебя. У каждого замешательства и каждого испытания есть Божья цель. Не сомневайся в моих помыслах, но оставайся в вере, зная, что все под моим контролем. Когда дни кажутся тяжелыми, помни, что я делаю для тебя что-то большее и лучшее. Напишите 6732 и подтвердите свое доверие мне. Ангелы также напоминают нам о важности благодарности. Будьте благодарны за каждое маленькое благословение и наблюдайте, как они умножаются в вашей жизни. Благодарность открывает двери к новым возможностям и укрепляет вашу веру. Напишите 1919 и практикуйте благодарность каждый день, празднуйте каждую победу и извлекайте уроки из каждого испытания. Не забывай, что ты свет в мире. Ваша доброта, вера и любовь изменят жизнь окружающих вас людей. Он является примером надежды и веры, побуждая других следовать тем же путем. Напишите 7171 и решите быть источником света и любви при любых обстоятельствах. Наконец, дитя мое, знай, что моя любовь к тебе вечна и бесконечна. Ничто не может разлучить тебя с моей любовью. В минуты радости и печали я рядом с тобой, обнимаю тебя и направляю тебя. Напишите 7373 как символ нашего вечного союза и моей бессмертной любви к вам. Ходите верой. Сынок, знай, что лучшее еще впереди. Я готовлю для вас великое благословение. Оставайтесь сильными, доверяйте моему мнению, и вы увидите, как ваша жизнь изменится удивительным образом. Мое дорогое дитя, ангелы говорят тебе, что развитие духа благодарности, если оно истинно и настойчиво, может изменить твой взгляд на ситуации. Эта благодарность может оказать положительное влияние не только на вас, но и на окружающих вас людей, в том числе на тех, у кого могут быть негативные мысли. Наберите 4848
и вы получите необходимый вам комфорт. Всегда помни, что ты мой любимый ребенок, и что моя любовь к тебе безгранична и превосходит все ожидания. Я не позволю тебе идти без серьезной уверенности. Дитя мое, пойми, что весь жизненный опыт, даже тот, который доставляет нам дискомфорт, служит формированию нашего характера и укреплению нашего духа. Если вы выдвигаете ложное обвинение, знайте, что оно не раскрывает вашу личность. Пусть эти испытания свидетельствуют о вашей решительности и способности преодолевать трудности. Помните, что, не реализуя свой полный потенциал, вы лишаете себя опыта, который поднимает вам настроение. Если вы не можете внести значимый вклад в мир, такое самоуничижение может привести к депрессии и тревоге. Знайте, что прощение – мощный инструмент на пути к свободе от стыда. Прощение тех, кто несправедливо обвиняет нас, не означает, что мы соглашаемся с ними, но, скорее, освобождает наше сердце от уз гнева, чтобы мы могли двигаться вперед с обновленной перспективой и душевным спокойствием. Оставаясь на непонятном для вас пути, вы можете привести к постоянной тревоге и растерянности. Прислушивайтесь к знакам и указаниям, которые вы получаете, и избегайте тех областей своей жизни, где вы не можете найти покой или рост. Осторожность должна быть постоянным спутником при принятии решений, даже в тех областях, которые на первый взгляд кажутся выгодными, но таят в себе риски и пагубные последствия. По-настоящему оцените влияние своих решений. Ангелы напоминают вам, что важно быть осторожным со своими словами и убеждениями, которыми вы решили поделиться. Они побуждают вас выбирать слова, которые отражают ваши истинные ценности и стремления, наводя мосты вместо того, чтобы создавать барьеры или вызывать резкие суждения. Я ценю тебя за то, кто ты есть, а не за то, каким ты кажешься другим. Мое творение совершенно в своем разнообразии и сложности, и все вы менее важны для моего божественного плана, чем человеческая личность. Знайте, что каждая область вашей жизни, которую вы решите исследовать, должна находиться в гармонии с вашей внутренней природой. Нахождение в местах, явно не для вас, может привести к постоянному недовольству и растерянности. Помните, то, что вы цените, формирует вашу судьбу. Если у вас есть вечные, неизменные вещи, такие как любовь, истина и честность, врагу будет трудно привлечь вас к остальному, чего он хочет. Не спускайте глаз с вечности, и вы найдете в себе силы противостоять временным давлениям и искушениям. Под облаком ложных обвинений за каждым его шагом наблюдают и записывают. Я знаю, с какой несправедливостью вы сталкиваетесь, и буду работать с вами, чтобы правда была раскрыта. Хотя вы можете чувствовать себя одиноким в своей борьбе, вы никогда не будете по-настоящему одиноки. Слишком много тщеславия может помешать вам достичь истинной цели вашего существования. И если вы слишком зацикливаетесь на внешности и статусе, вы можете потеряться в мелком море, забыв о том, что действительно важно, например, о любви, доброте и искренних отношениях с другими. Молитесь с уверенностью и надеждой, потому что Слово Божие может изменить ваши обстоятельства и мир в целом. Я понимаю ваше беспокойство и искренне чувствую вашу боль. Если вы больны или переживаете, важна вера в чудесную силу исцеления.
Пожалуйста, знайте, что моя любовь повсюду вокруг вас, что моя благодать и исцеление воодушевят вас, и что мое присутствие утешит вас в вашем путешествии. Преодолейте свои расходы и долги, чтобы меньше стрессовать своих детей. Прошу вас посмотреть этот фильм до конца, чтобы было много слов. Любовь, здоровье, полноценная работа и другие подарки уже в пути. Если вы верите, что это правда, скажите «Аминь», когда будете готовы. Я даю тебе силу, когда ты слаб, радость, когда ты в отчаянии, и силу сделать невозможное, детка. Если ты мне веришь, я могу изменить вашу жизнь к лучшему. Ожидайте много подарков, включая лучшее здоровье, мир, любовь и многое другое. Чудесное исцеление и, казалось бы, закрытые двери внезапно открываются, восстанавливая и освежая. Вы почувствуете комфорт небесного света, войдя в свой дом. Получение неожиданных сообщений и звонков с предложениями финансовой помощи и содействия в течение дня. Должен пройти период заживления. Все, что враг отнял у тебя, включая душевное спокойствие, богатство и цель, я верну тебе. Тоска всегда передо мной. Продолжал: я распят со Христом, и уже не я, но живет во мне Христос. Настало время мне дать тебе свое изобилие, потому что я видел твои страдания и боль, как твой Небесный Отец. Это будет не только ваше усилие, но и моя милость и любовь. Восстановление и исцеление – мои божественные качества. Я надеюсь и желаю дать вам много благословений. Сейчас с вами и вашей семьей происходит много хорошего, и все вас ждет. Ваши раны могут зажить, а неудачи можно преодолеть с удивительным выздоровлением. Помните, что я здесь с вами, даю вам силы и утешаю, когда вам плохо. Поскольку вы находитесь под моей опекой, я никогда не перестану оказывать вам ни физическую помощь, ни духовное спасение. Помните, что я в безопасности, и мои вечные пальцы будут в безопасности. Если ты останешься верным, я принесу тебе безграничный успех. Когда я выполню твою просьбу, твоя печаль превратится в радость. Помните, что я победю ваших врагов и дам вам победу, потому что я сражаюсь за вас. Ваши проблемы в надежных руках, и я всегда буду рядом с вами. Я хочу излить свое благословение в твою жизнь, наполнить твой стакан до краев. Что бы ни случилось, моя любовь к тебе будет бесконечной. Это прекрасно, как есть, и мне это нравится. Помните, что я ваш Создатель и несу ответственность за ваше спасение. Помощь всегда нужна. Я буду рядом с тобой, поддержу тебя и добьюсь успеха. Всегда есть барьер, поэтому я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Когда вы захотите дождя на суше, моя любовь и традиция будут зависеть от вас, внеся чудесные изменения в вашу жизнь, в том числе и в здоровье. Поскольку Иисус, мой Сын, убил врага, Он победил зло. Вы освободитесь от силы зла, если поверите в Иисуса. Мир, любовь, изобилие и благословение могут заменить беспокойство, страх, недостаток и тревогу, и я могу сделать то же самое для вас. Обязательно скажите: Бог сохранит тебя от всех злых дел и верным путем возьмет тебя в свое небесное состояние. Поверь мне, и я отведу тебя в твою райскую обитель. Если тебе нужно именно это соло,
я могу добиться большего, чем ты можешь себе представить, мое дорогое дитя. Поверь мне, говорит Господь. Пришло время твоего изобилия, и я готов благословить тебя. Верь, что я всегда с тобой, и что я буду творить чудеса, если ты будешь идти смело. Итак, мой дорогой малыш, верь в меня, потому что я могу достичь большего, чем ты можешь себе представить. Я готов благословить тебя теперь, когда пришло время вдовы. Верьте в чудеса и находите утешение в религиозной практике. Я люблю тебя и никогда не оставлю тебя, как бы плохо не было. Знай, что я не перестану плакать. Я здесь держу тебя за руку и веду к свету. Поэтому, даже если вы одиноки и напуганы, помните, что я благословлен и что ваша жизнь – драгоценный дар. Так что поклонись мне. Наркомания, депрессия и неверность – это тяжело, и я понимаю. В этом году я защищу твою стену от зла, болезней и злодеев. Будь уверен, что я всегда буду любить и защищать тебя. Я прибежище, где можно найти утешение и уйти от неприятностей. Я послал своих ангелов защитить тебя от всего зла и бедствий. Бог рядом с вами, когда вы чувствуете себя потерянным и одиноким. Доверяйте Ему даже в трудные времена и знайте, что Он не оставит вас в покое. Если вы отдадите все Богу, Он позаботится о ваших нуждах и проведет вас через проблемы. На этой неделе вы можете добиться некоторого прогресса. Вы можете ожидать улучшения своего здоровья, благосостояния, отношений и любой области, в которой вы сейчас испытываете трудности. Кроме того, в течение недели вам откроются удивительные возможности, произойдут чудеса и желанные свершения. Можно ожидать, что любая область, с которой вы испытываете трудности на этой неделе, включая ваше здоровье, финансы, отношения и дни, когда-нибудь улучшится в течение недели. Вы также можете найти отличные преимущества и сюрпризы, которые вам действительно понравятся. Деньги, успех, любовь и счастье придут в вашу жизнь сейчас, когда вы посмотрите это видео. Ваша семья, здоровье и финансы по милости Божией будут процветать. У вас будет больше денег, чем вы думали, и вы сможете оплатить все свои счета вовремя и в полном объеме. Просто скажи это еще раз: когда я останусь один, тогда буду счастлив. Бог – моя радость и песня. Хотя я слаб и беззащитен, Бог – моя сила. Не забывайте, что главное различие между Богом и людьми состоит в том, что первые дают, прощают и дают больше, а вторые получают, забывают и получают больше. Воистину, я дверь, и каждый, кто придет ко мне, спасется. Иисус сказал: «Тот, кто слушает мое учение и следует ему, будет так же мудр, как тот, кто построил дом на твердой скале». Фактически, они могут свободно приходить и находить хорошие пастбища. Неприятная ситуация, в которой вы оказались. Наконец-то мирный и приятный конец. Я приношу вам обновление, которое заменит весь стресс, тревогу и беспокойство вечным покоем. Хотите — верьте, хотите — нет, но я всегда рядом с вами и люблю вас. На той же странице и поверьте. Это причина твоей жизни. Господь, мы знаем, что бывают моменты, когда мы чувствуем разочарование и безнадежность, но мы верим в Твое обещание, что Ты будешь с нами во всех ситуациях.
Мы просим вас продолжать вести нас по правильному пути и давать нам смелость двигаться вперед, даже когда все шансы против нас. Помоги нам помнить, что Ты – Бог, поддерживающий нас, и что Ты не оставишь нас. Пусть мы найдем надежду и радость в Твоем присутствии, даже в самые мрачные времена. Напишите 559, если вы истинный христианин и вам не стыдно расти в своей жизни. Ищи меня утром, в течение дня и перед сном. Склонитесь передо мной, ибо я с радостью отвечу на ваши молитвы. Хоть ты не видел этого, небо задрожало, когда твои губы открылись в хвале. Когда вы действуете с верой и просите меня позаботиться о вашей семье, защитить ее от болезней и мора, защитить от вреда, я слышу вашу молитву. Я еще раз говорю, я с тобой, сын мой. Моя любовь к тебе непоколебима, и мое присутствие в твоей жизни постоянно. Всегда доверяй мне, даже когда шторм кажется непреодолимым и неопределенным. Помните, что каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, это возможность расти и учиться. Не бойтесь, потому что я с вами, чтобы направлять вас и укреплять вас. Когда ты почувствуешь слабость, помни, что моя сила в твоих руках и что вместе мы сможем преодолеть любое препятствие. Все еще верю, дитя мое, в будущее. Я полон надежд и обещаний, которые сбудутся. Доверься мне и продолжай уверенно, ведь я всегда с тобой, готов поддержать и благословить тебя, моя дорогая. Даже если весь мир покинет тебя, знай, что я никогда тебя не оставлю. Даже если каждый, кто говорит, что любит меня, потерпит неудачу, моя любовь к тебе сильнее, чем кто-либо другой, и я никогда не подведу тебя. Ваша семья, ваше будущее и ваше здоровье под моей защитой. Любите их и защищайте их. Не бери то, что я тебе даю. И если вы будете верны в мелочах и количестве того, что я дал вам, мои благословения увеличатся во времена нужды, и я дам вам больше вечной жизни. WR 4545, если чувствуете мою любовь и заботу. Когда я вижу горе, я чувствую жалость. Ваша любовь и честность тронули мое сердце. Вспомни во времена скорби, что ты в безопасности в моих объятиях, завернутый в мою святую одежду. Я люблю тебя всем сердцем, сын мой, и знаю, что ты тоже любишь меня. Прежде чем ты родился, я выбрал тебя и дал тебе сильное сердце, способное выдержать многие невзгоды. Еще раз ты проявишь мужество, которое преодолеет твои испытания, и я дам тебе мир. Отправьте сообщение на номер 7878, если чувствуете, что вас любят и о вас заботятся. Дорогой наш Божий, сегодня мы обращаемся к Тебе со смирением и благодарностью. Наше сердце наполнено эмоциями и благодарностью. Спасибо за утешение, руководство и любовь, которую мы получили. Мы признаем и хвалим вас за то, что вы верный, любящий и нежный Отец. Ты наше прибежище, наша сила во времена слабости. Спасибо за то, что ты всегда нас защищаешь, за то, что ты являешься нашей опорой в наших радостях и испытаниях. Мы знаем, что с чем бы мы ни столкнулись, Он с нами и направляет нас своей безусловной любовью. Сегодня мы благодарим вас не только за материальные блага, но и за мир, который вы нам дарите, и любовь, которая окружает нас во все времена.
Мы исповедуем, что Ты – наш свет во тьме, наша неизменная надежда и благодать, которая прощает и восстанавливает нас. Мы доверяем Вам наши мечты и заботы, зная, что Вы в глубине души заботитесь о наших интересах. Спасибо за то, что Ты верный, любящий и нежный Бог. Продолжайте направлять нас, защищать нас и наполнять своей божественной мудростью. Мы молимся с любовью, благодарностью и честью во имя Иисуса. Аминь. Большое спасибо за просмотр этого видео. Если это вселило в вас утешение и надежду, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться на наш канал. Поделившись этим посланием, вы можете помочь распространить Божью любовь и благословение нуждающимся людям. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить обнадеживающее сообщение. Поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей, которые, возможно, нуждаются в безусловной любви и милости Бога. Пусть ваша неделя будет наполнена успехами, чудесами и бесконечными благословениями. Доверьтесь Божьему плану для своей жизни и знайте, что вы не одиноки. Надеемся увидеть вас в нашем следующем видео. Будьте здоровы! Аминь.